Главные события вторника, 16 июля, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы. Лесной пожар приблизился к поселку Белая гора в Абыйском районе. Туда перебросят дополнительные силы и средства. Узнаем, какая обстановка складывается с лесными пожарами. На получение дальневосточного гектара в Якутии подали около 13 тысяч заявок. Сегодня в регионе на гектарах успешно развиваются различные туристические проекты и создаются личные подсобные хозяйства. В Нерюнгри в городском парке проводят ремонт мемориала славы Ника. Работа является частью подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Продолжается реконструкция площади Ленина в Якутске. На каком этапе сейчас находятся ремонтные работы, узнали наши корреспонденты. Ну а Якутия готовится к празднованию столетия золотодобычи. Республика сегодня добывает 50 тонн этого благородного металла в год. С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировали 682 лесных пожара. В настоящее время в регионе всего действует 167 возгораний на площади более 900 тысяч гектаров. Наиболее сложная обстановка отмечается в Южной Якутии. В 5 районах пожары действуют вблизи населенных пунктов. Это Алекминский, Верхневилюйский, Ленский и Алданский. Кроме этого, сложная ситуация складывается на территории Абыйского района. Огонь приблизился к поселку Белая гора. По поручению главы Якутии Айсена Николаева будут переброшены туда дополнительные силы и средства. В Абыйском районе это зона контроля на самом деле, но при этом по поступившим сигналам Айсеном Сергеевичем принято решение и комиссией поддержано о направлении в Белую гору аэромобильной группы МЧС России и лесопожарных, и государственной противопожарной службы и службы спасения республики от города Якутска. Помимо этого, также лесопожарные силы будут завтра подброшены с Верхней Колымского района в Абыйский район. И будут, как говорится, на этот пожар привлечены более, скажем, профессиональные силы, которые могут скоординировать и, конечно, не допустить пожара населенному пункту. Самолет-зондировщик Як-40 усилил осадки в Алданском районе. Там действует 35 лесных пожаров. Возгорание находится вблизи сел Угаян и Кутана. Сегодня планируется вылет самолета-зондировщика Ан-26 «Атмосфера» в Алекминский район, где сохраняется наиболее сложная пожароопасная обстановка. В муниципальном образовании действует 32 возгорания. Сильная задымленность сохраняется в Ленском районе, в котором на текущую дату действует 11 пожаров. Пожар, действующий в 8 километров от села Турукта, локализован. Глава Якутии рассмотрел проект программы развития Арктического государственного агротехнологического университета. Айсен Николаев отметил, что на базе кампуса учебные заведения республики смогут получить новое дыхание, повысив уровень взаимодействия и синергии. Также глава региона подчеркнул, что профильные министерства и ведомства должны усилить взаимодействие с АГАТУ для подготовки востребованных в отраслях специалистов с высшим образованием. Упор в этой работе необходимо сделать на внедрение новых технологий, развитие автоматизированных производств и подготовки соответствующих специалистов для повышения производительности сельского хозяйства Якутии и снижения себестоимости продукции. В Якутии опережающими темпами в рамках национальных проектов образования и безопасной и качественной дороги возводятся социально значимые объекты. В этом году планируют ввести в эксплуатацию сразу 2, какие расскажет Даяна Федорова. Безопасность на дорогах, снижение аварийности – один из ключевых вопросов, которому уделяется большое внимание. Участок автодороги Умнас после реконструкции откроется в сентябре этого года. Готовность объекта на сегодня превышает 60%. Дорожники провели работы по стабилизации грунта основания. Сейчас идет прокладка асфальтового покрытия толщиной 18 сантиметров. Это крупнозернистое и мелкозернистое твердое покрытие. А также в настоящее время ведутся работы по благоустройству. Все выполняется по самым современным технологиям и, что крайне важно, с гарантией. Протяженность дороги Умнас составляет 8,2 километра. Здесь создается четырехполосное движение. Ширина проезжей части составит 15 метров. Этот участок у нас
отвечает всем требованиям безопасности дорожного движения. У нас есть разделительная полоса здесь, барьерного ограждения. Более 10 тысяч погонных метров будет установлено. И на сегодня ЗАО «Дороги Саха» все материалы у нас завезены, закуплены, доставлены на место. В октябре должны сдать этот объект и ввести в эксплуатацию. В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в нормативное состояние должны привести более 175 километров. Работы на еще одном важном объекте для образования находятся на финальной стадии. Стройготовность кадетской школы составляет 98%. Уже этой осенью здесь будут учиться кадеты. На сегодняшний день там ведутся работы по благоустройству территории, установке мебели и оборудования. Благодаря тому, что нам возводят новое учебное здание на 200 человек, мало того, что все находится здесь в одном месте соединенном, так еще у нас за счет этого увеличится количество учащихся со 140 до 200. Мы сможем, получается, увеличить охват занятий военно-патриотическими, так и просто патриотическими мероприятиями детей. Ну а осенью следующего года распахнет свои двери для школьников одна из самых крупных школ в республике, расположенной в микрорайоне ДСК. Более 60% работ там уже выполнено. Ее площадь составляет 17 тысяч квадратных метров, что на 4 тысячи больше школы «Прометей». Мы рассчитываем на то, что немножко снизится коэффициент наполняемости в других школах автодорожного округа. Отличительной особенностью данного проекта является наличие коворкинг-центров и так далее, где дети могут проводить свободное время. Плюс дополнительно появляются площадя, помимо актовых залов и так далее. Национальные проекты, в том числе образование и безопасные и качественные дороги, способствуют проведению масштабных работ на жизненно важных инфраструктурных сооружениях, которые, в свою очередь, обеспечивают мобильность граждан и связь между населенными пунктами республики. Даяна Федорова, Владимир Павлов, Якутск. На получение дальневосточного гектара в Якутии подали около 13 тысяч заявок. На праве собственности или в долгосрочную аренду предоставлено 2500 земельных участков. Сегодня на территории Якутии на гектарах успешно развиваются различные туристические проекты и создаются личные подсобные хозяйства. Напомню, по программе «Дальневосточный гектар» каждый гражданин России может получить в собственность земельный участок на Дальнем Востоке с целью строительства индивидуальных жилых домов, охоты и рыбалки, устройства личного подсобного хозяйства и других целей. Также в рамках программы предоставляются и различные льготы, субсидии и гранты для реализации своих проектов на гектарах. До конца этого года в Якутске планируется расселить 11 аварийных домов из 17-го квартала, где начинает строиться новый микрорайон «Спортивный». В следующем году будет расселено еще 24 дома. Вопросы для ускорения работы по переселению людей из аварийного жилья поручил решить глава республики Айсан Николаев. В микрорайоне введено 10 многоквартирных домов, и сейчас возводится еще 7. Также строятся социальные объекты, школа, каток, детский сад, инженерные сети и дороги. В рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» сюда переселяются жители из аварийных домов. Жилье в новых домах получат почти 14 тысяч человек. Благоустройство площади Ленина в Якутске планируется завершить к концу октября уже этого года. В данное время на участке вовсю ведутся основные строительные и монтажные работы. На каком этапе находится реконструкция площади, знает Тимур Колмогоров. Центральное место столицы республики преображается. 50 работников строительной бригады практически каждый день работают на реконструкции площади Ленина. Все демонтажные работы завершены. В процессе проходит заливка бетона для установки плиточного покрытия. Тротуарная плитка будет иметь элементы национальных узоров. Большая часть плитки на площади будет выставлена гранитной плиткой. В центре будет показан рисунок. Харасхал. Скоро выйдем со стороны Ленина перед ДП-1 и со стороны музыкальной школы. Основные работы ведутся по бетонированию и укреплению амфитеатра, который потом озеленят. Перед ним же будет расположен сухой фонтан, над установкой которого работает бригада подрядчиков из Китая. Сейчас производится заливка последней плиты. Все трубы уже заведены и забетонированы второй плитой. Трубы уже
проложены до тех зданий. Сейчас на данный момент там происходит наладка пропускных труб к насосам. По проекту реконструкции, разработанном организацией «Якут-проект», площадь визуально будет разделена на 3 зоны. Зону отдыха озеленят деревьями, кустарниками и многолетними растениями. В центре установят сухой фонтан. Имитация фонтана ночью будет представлять собой светомузыкальный комплекс. По 2 краям площади расставят 12 сергей высотой 13 метров. Благоустройство ведется по программе «Мастер-плана Якутска». Кроме благоустройства площади Ленина, у нас в рамках мастер-плана города Якутска сейчас идут работы по благоустройству набережной озера Сайсары и сквера Матери и набережной имени Романа Дмитриева. Все работы по контракту планируется завершить уже в середине октября этого года. Строители делают все, чтобы успеть в установленные сроки. После благоустройства у жителей и гостей Якутска появится современное и комфортное общественное пространство с национальным колоритом. Тимур Калмогоров, Илья Сыромятников, Якутск. Военкоры НВК «Саха» Олег Колесов и Илья Жараев с рабочим визитом посетили Донецкую Народную Республику. Во время командировки они записали интервью с бойцами специальной военной операции. Предлагаем послушать. Оператор-наводчик я. Навожу, стреляю. Ну, сейчас в данное время, пока затишье, возим продукты, воду напередок. Ну, парням снабжение делаем. Все, хотел спасибо сказать. Вот недавно проезжал Алексей Сивцев. Молодец, спасибо. Ну, приятно, когда заезжают земляки. Ну, спасибо за помощь. Пишут, звонят. Передаю город Среднеколымск. Всем. Пожарной части, которой я проработал 22 года. Всем мужикам привет. Все будет хорошо. Победа будет за нами. Якутия присоединилась к всероссийской патриотической акции «Служу Отечеству», организованной Государственным фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» совместно с Российским обществом знания. Федеральная патриотическая акция – это комплекс мероприятий, где ветераны СВО делятся с молодежью личными историями о военной службе и профессиональной деятельности. Напомню, по всей стране проект стартовал 10 июля, в День воинской славы страны. Акция будет проходить в различных форматах. Это проведение ветеранами СВО лекций, уроков мужества в детских летних лагерях, а также иных мероприятий по патриотическому воспитанию. Якутским региональным отделением Российского общества знания идет подготовка более 10 подопечных филиала лекторов-ветеранов. Также разрабатываются методические материалы, по которым каждый ветеран СВО сможет самостоятельно подготовить полноценную лекцию и практическое занятие. Поликлиника номер 1 в Якутске получила грант всероссийского конкурса. Организация показала высокий уровень удовлетворенности пациентов в работе с медперсоналом. Подробности знает Александра Котельникова. Свое почетное первое место Якутия получила благодаря тщательной подготовке. После первой проверки, где учреждение показало низкую оценку в 2,8 балла, поликлиника начала подготовку ко второй экспертизе и одержала победу среди 12 регионов страны, получив 4,8 балла из 5. В республике участвовало 4 медицинские организации. В целом этот проект уже работает в 12 регионах Российской Федерации. 4 месяца длился первый этап. Это к нам выехали аудиторы Центрального научно-исследовательского института организации информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации и проводили экспертизу в части именно удовлетворенности пациентами медицинской помощью. В медицинской организации с ноября прошлого года по март 2024 проходили тренинги, которые проводила специальная комиссия из руководителей медицинских учреждений Якутии, а также и ремонтные работы, после которых появилась новая мебель и зона отдыха на некоторых этажах. Мы переделали всю входную организацию, всю регистратуру и сделали ремонт поликлиники, туалетные комнаты, все санитарные комнаты. Мы обучали наших регистраторов, наших операторов колл-центра по скриптам, чтобы они записывали по приказу организации записи на прием. Обучали один раз в неделю, у нас были ВКС с экспертами с НИИОС. И мы каждый раз там, они нам давали задания, и они нас контролировали, как мы их выполняем по чек-листам. Поликлиника провела большую работу для повышения оценки удовлетворенности пациентов. Изменения заметили не только аудиторы, но и сами посетители медицинского заведения.
Вообще, услугами первой поликлиники я пользуюсь давно, не только я, но и вся моя семья. Нет, конечно, заметно, что произошли внешние изменения, ремонт, везде новая мебель. Я думаю, что это и касается и оборудования, а в целом отношение медперсонала, я думаю, как и было хорошим и доброжелательным, таким же и осталось. Мне удобнее, конечно, записываться самой, но бывает так, что да, я и вызов могу оформить детям, допустим. Поэтому я считаю, что вполне все соответствует, быстро работает. Теперь в поликлиниках Якутии не только можно сидеть и ожидать своей очереди. Помимо зон отдыха на первом этаже появилась и зона фудкорта. В скором времени все больше медицинских организаций будут оснащаться удобствами для жителей республики. Александра Котельникова, Станислав Потапов, Айсен Тарасов, Якутск. В Нерюнгри в городском парке проводят ремонт мемориала славы Ника. Работы являются частью подготовки к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Продолжат наши коллеги. Мемориал славы на центральной аллее городского парка имени Черяева был установлен в 2005 году в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне. В 2019 году проводился ремонт мемориала. Шпатлевание пилонов и их покраска, были заменены гранитные плиты у Вечного огня. В этом году запланирована его более масштабная реконструкция. Это огромный объем работы, который необходимо будет успеть выполнить в этом году, в 2024, чтобы уже 9 мая 2025 года мы, так сказать, с гордостью встретили эту юбилейную дату. На сегодняшний день работы по ремонту мемориала ведутся согласно графику. Выполнены все работы демонтажные. Сейчас будет вестись именно монтажные работы. Материал полностью весь привезли. Также продолжается программа озеленения западной части городского парка. Высажено более 1000 саженцев, закуплена земля для новых газонов на будущий год. На всех арт-объектах заменены световые элементы, проходят работы по замене освещения в западной парковой части. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Якутия готовится к празднованию 100-летнего юбилея со дня коллективной добычи золота. Пройдя через национализацию в советский период и кризис в 90-х, республика достигла рекордных показателей в этой отрасли промышленности. Как развивалась золотодобыча в Якутии и что планируется сделать в ближайшем будущем, знает Вероника Таюрская. Первые рассыпные месторождения золота на территории Якутии были обнаружены 200 лет назад в районе рек Алекма и Вити. Добыча желтого металла велась исключительно одиночными старателями. Все изменилось спустя 100 лет. Тогда правительство ЯССР приняло решение о создании Якутского государственного золотопромышленного треста, известного как Як-золото. После чего началось промышленное освоение месторождений. Постепенно наращивая темпы, золотодобыча пришла к бурному развитию в 70-е и 80-е годы 20 века. В те годы произошло полное техническое перевооружение отрасли, что позволило добывать порядка 35 тонн золота в год. Сегодня в современной Якутии добывается 50 тонн, что делает республику серебряным призером в этой области. Хотел бы сказать, что это сегодня порядка 85 компаний, которые ведут деятельность у нас на территории, непосредственно добычу. И вот этот могучий коллектив, 15 тысяч человек, именно эти люди, наши люди, достигли таких серьезнейших амбициозных показателей. Одним из старожилов отрасли по праву можно назвать Михаила Брук. На протяжении более чем 45 лет он работает в золотодобывающей отрасли. Сегодня Михаил Львович трудится на горно-металлургическом комбинате в Алданском районе. Мне довелось в своей жизни работать, я сказал бы, с замечательными руководителями, я бы сказал, великими золотодобытчиками, включая Тараса Гавриловича Десяткина. Когда он был генеральным директором производственного объединения «Якутзолото», я был молодым главным инженером. Союз золотодобывающих компаний действует более 7 лет. Сегодня общество насчитывает 15 компаний. Все они трудятся не для получения рекордов по объему добычи, а прежде всего для жителей. Я бы сказал, что объемы сами – это не самоцель. Это не самоцель. Важно ведь те последствия экономические для республики, для страны в целом, а прежде всего для людей, которые этим занимаются и которые окружают и живут на этой территории.
И в этом смысле золотое время сейчас. Оно у нас с вами, у вас, вот, у тех, кто придет на смену ветеранам. Вот я бы так сказал. К празднованию столетия золотодобычи начали готовиться с начала года. За счет средств компаний, ведущих свою работу в республике в поселке Нижний Куранах, был открыт крытый каток. Также в Алданском районе ввели новый многоквартирный дом. Недавно сверялись с городом Якутск, и компании готовы участвовать в создании золотой аллеи, то есть озеленение городов, изменение их облика благодаря нашей промышленности. Ведем работу взаимодействия, чтобы на населенных пунктах появились новые муралы, которые, например, как вот сейчас в Нижнем Куранахе, подчеркивают и значимость отрасли с одной стороны, а с другой стороны становятся украшением населенных пунктов. Более чем за вековую историю отрасль сделала резкий толчок вперед, став одним из лидеров по добыче золота в стране. За первый квартал этого года золотодобывающие компании Якутии увеличили добычу золота на 10%. Объем благородного металла достиг 17 тонн. Вероника Таирская, Айсена Бурнашова, Иван Сорокаумов, Виктор Олесов, Якутск, Москва. Военно-спортивная игра «Таежный герой» стартовала в Якутске. На протяжении 2 дней 220 ребят со всей республики будут проживать в палатках и играть в различные игры. О программе мероприятия расскажет моя коллега Марферина Алексеева. Игры открыли зрелищные и показательные выступления бойцов Росгвардии и кинологической службы. «Таежный герой» проводится уже 13-й год. Последние 3 с участием ребят из 7 районов республики. Участники – дети, состоящие на учете ПДН и КДН. Событие для ребят всегда ожидаемое. Многие после лагеря продолжают вести активную деятельность в подростковом центре, а некоторые по достижении совершеннолетия и сами становятся организаторами игры. Минус, возможно, или же плюс. Многие, у нас такая история произошла, что в межмуниципальное управление, из отделов говорят, всегда таежный герой является очень ожидаемым этапом, и ребята говорят, пожалуйста, КДН-комиссия, ПДН, пожалуйста, не снимайте меня с КДН и ПДН, я хочу попасть на таежный герой. Ждали второй раз. Да. Прям очень рады, что попались сюда второй раз. Предвкушения шикарные. Вообще, я тут второй раз. Тут очень интересно. Второй раз, а первый раз как было? Первый раз вообще отпад. Да. Упражнение приступить, пошел, первый, стоять! В течение 2 дней будут идти соревнования, старты надежд, игры предков, веселые старты, мини-футбол, игра тропа испытаний, а также мастер-классы по уличным танцам, черлидингу, рукопашному бою и дзюдо. Также в этом году организаторы подготовили новую игру «Таежный Олимп». Мы выберем единственного таежного героя. Это будет самый выносливый ребенок, который проявит свои качества, такие как ловкость, открытость, креативность, харизматичность. Будем выбирать из каждой команды по одному представителю, который останется в конце. И вечером ждет культурная программа, которая называется, собственно говоря, «Финал Таежного Олимпа». Палаточный городок традиционно расположился в учебном полигоне МВД. Также планируются выезды с культурной программой и посещением бассейна и других развлекательных заведений. Цель игры – создание условий для адаптации и социальной реабилитации детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Марферина Алексеева, Георгий Григорьев, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.